Добрый день, дорогие друзья. Последняя у нас встреча в этом учебном году. Солнышко сегодня светит уже по-летнему, греет. И мы, поскольку в январе проводили беседу о вере молодежи, то совершенно логично было этой весной воздать почтение и старшему возрасту. И мы назвали беседу «Жезл старости». Вот этого слова мы не испугались намеренно, специально. Потому что сегодня само слово «старость», оно уходит из лексикона. Мы его боимся произносить, мы его стесняемся, мы заменяем его какими-то синонимами, например, почтенный возраст, старший возраст, серебряный возраст. С чем это связано? Это связано действительно с очень глубокими переменами в нашем сознании, именно в отношении старости. В православии все, что связано со старостью, все однокоренные слова, они обладают очень почтенным смыслом. Это старец, это старица, это слово, которое совершенно сегодня почти не употребляется, да, старица. А ведь, в принципе, у нас даже есть икона Пресвятой Богородицы, которая называется старица, Геронтиса. По-гречески Геронда – это старец, а Геронтиса – это старица. И Пресвятая Богородица, хотя не была в таком пожилом возрасте, но по мудрости своей, то есть она была старицей. Это старейшина, по-гречески пресвитер. Вот священник, пресвитер, в буквальном смысле переводится как старейшина. Это староста. Вы видите, какие почетные, какие важные слова. И поэтому нам важно очень сегодня понять, а в чем смысл вот старости с точки зрения Бога. Вот как Он задумал человеческую жизнь. Ведь в каждом возрасте есть свои определенные цели, определенные устремления, определенный вклад в общую траекторию жизни человека. И вот когда эта тема как-то вошла в поле зрения, мне пришла в голову такая аналогия. Вы знаете, когда бабушка печет пирожки, вот она их достает, скажем, из духовки, вот только-только достала. Но ты же не схватишь пирожок вот тут же с противня. Во-первых, он должен немножко остыть. Во-вторых, бабушка сама говорит, 5 минут, подожди. Во-первых, чтобы он как-то еще настоялся, пропитался, остыл, как-то стал таким более, что ли, однородным с точки зрения своих соков, запахов и так далее. И, может быть, еще тут есть такая бабушкина мудрость в том, что не все надо брать то, что тебе сразу хочется. Тебе самому это полезно. Вот даже 3 минуточки ты еще подождешь, и вот это уже маленькое упражнение воздержания, оно и аппетит вызовет больше, и пирожок тебе большую пользу и удовольствие принесет. Чуть-чуть подожди. И вот этот образ, он помогает понять смысл старости с точки зрения Бога. Человек прожил жизнь. Основные все дела, с житейской точки зрения, он уже сделал. Он в свое время выбрал профессию, он состоялся в работе, он написал свои книги, он спел свои песни, он построил свои дома, он объездил свои дороги. Все, как профессионал он уже ничего не сделает, как профессионал, как специалист. Он уже давным-давно на пенсии. Как человек семейный он тоже состоялся. Он уже выбрал свою любовь. От влюбленности юношеской он, дай Бог, что он пришел уже к настоящей любви. Да? Ведь влюбленность проходит быстро, а потом, если люди вместе строят любовь, через 10, 20, 30 лет в семье рождается уже любовь не та, которая дается просто авансом, бесплатно, а та, которую люди сделали вместе. Несколько дней назад был как раз у такой супружеской пары на дому, их надо было исповедовать, причащать, соборовать. Они прожили вместе 60 лет. 60 лет супружеской жизни. Вы знаете, как приятно наблюдать за их отношениями, за их словами друг к другу. А муж после инсульта, он не вполне работоспособен, то есть он говорит так с трудом. Жена-то понимает, я не очень. И, естественно, он без нее никуда. И она без него никуда. Хотя она может выходить из дома, она не выходит, потому что она никому даже не перепоручает ухаживать за ним. Она полностью с ним. Чуть-чуть я отвлекся. Человек созрел в семейном отношении. Он создал свою семью, он взрастил эту супружескую любовь,
Он родил своих детей, внуков, правнуков. То есть вот эта цепочка продолжения рода, она уже не просто началась, она вот уже пошла крепко, так твердо встала на ноги. Ты видишь, что детей, скажем, было 3, внуков уже там 7, правнуков уже 15. Ты думаешь, все, дальше дело идет, тут уже можно за это не волноваться. Человек состоялся еще в общественном отношении. Он известный, уважаемый, его знают соседи, он признанный человек, ну, каждый по-своему, но вот это все сделано. А что еще нужно? Вот что нужно еще? Тем более, если человек болеет. Ну хорошо, если, допустим, можешь ухаживать за внуками, где-то в этом помогать, а ведь бывает так, что и нет. И человек болеет, вот он прикован к постели, или просто не может даже выйти из дому. И с экономической точки зрения его жизнь превращается в постоянные хлопоты и затраты для молодых, для государства, для бюджета, там, для системы здравоохранения. И возникает вопрос, а вообще это нужно? И отсюда рождается вот эта идея эвтаназии, которая вот сейчас на Западе развивается, она уже так, какие-то ее отголоски и до нас доносятся, что, а может, надо как-то от этого уйти? На добровольных началах или на каких-то добровольно-принудительных началах. Ужасно для верующего человека. Потому что смысл вот этого отрезка жизни, последнего отрезка жизни, состоит в том, что человек должен созреть для вечности. Созреть. И до глубины души мне вот удалось это понять, когда мы с одной женщиной несколько лет встречались у нее на дому по поводу покаяния, очищения. Вот. Ей было уже больше 80 лет, она сильно болела ногами, она не выходила из дома. И вот в первый год я пришел, выслушал исповедь, причастил ее. Ну, ничего там такого особого не было, в смысле в плане исповеди, ну, обычная исповедь. Вот. Потом спрашиваю у родственников, ну как поживает бабушка? Они говорят, ну болеет, так, тяжело болеет, вот в больницу тут пришлось возить. На следующий год опять она приглашает. Опять я прихожу, опять она исповедуется, причащается. И все так же продолжается. На 3-й год опять вот встреча, опять исповедь. И вы знаете, она говорит, я должна покаяться в одном грехе. Грех это был очень серьезен. Он выходил как бы из ряда вот наших обычных грехов. Ну, я думаю, что с таким войти в Царство Небесное, даже с одним только таким, наверное, невозможно. Но меня тогда охватил такой благоговейный ужас. Я думаю, Господи, так вот зачем Ты дал ей вот эти вот годы. Когда она такой вот видимой, такой мирской, земной пользы, она никому не приносила. Но она готовилась к встрече с Тобой. Ей надо было вот это вот понять, ей надо было до этого созреть, ей надо было к этому прийти, к этому осознанию. Может быть, не понимала, может быть, забыла, может быть, стеснялась сказать. Это уже не так важно. Но самое важное, что человек созрел до встречи. И созрел именно вот через одиночество, через болезнь, через какие-то неурядицы в жизни детей. Вот наблюдая за тем, как складывается жизнь детей, человек, конечно, анализировал, ведь это и от меня как-то зависит, от того, как я жил, как я их воспитал, какие ценности я им задал. И эта ситуация повторялась несколько раз в отношении других людей. Одна бабушка, которая причащалась каждую неделю, но тот, кто причащается, знает, да, что это уже подвиг, это уже такая определенная высота духовной жизни, причащаться каждую неделю. Вот. И когда она едет в другой город посетить внуков, там, несмотря на свои тоже больные ноги, она идет в храм одна. Вот казалось бы, какие могут быть еще более высокие вершины благочестия? А она тихо, мирно, вот августовским днем возвращается из храма после службы, умиротворенная, причастившаяся. И откуда ни возьмись, к ней на улице подбегает собака, прыгает на нее, толкает ее лапами в грудь, она падает на бетонный бордюр, ломает себе плечо, ломает себе таз, тяжелые переломы, как она сама потом говорила, это страшные боли. Приходится ее через полстраны на поезде везти. Вы представляете, вот какие все вот эти тяготы? И опять со стороны наблюдаю, думаешь, почему, Господи? Вот столько людей сегодня вот живут в таких грехах, вот кого-нибудь из них бы остановить таким страданием. Нет, ты вот их как будто вот на руках носишь. А человека пожилого, такого благочестивого, такого молитвенного, такого
вот одухотворенного ты вот так ломаешь. Но все стало понятно, когда я потом, спустя некоторое время, а она, кстати, восстановилась, хотя ей было уже за 80, она восстановила вот свое здоровье, и мне довелось слышать ее рассказ. И я говорю, а вот в этом вы что, раньше никогда не каялись? Она говорит, нет. Я говорю, и вы вот все в эти годы, вот вы ходили с этим, и вы с этим причащались? Она говорит, да. И вот все, в голове все встало на место. Все встало на место. Господь нас любит и хочет, чтобы мы были совершенны. И в каждом возрасте вот дал нам силы, задания, возможности, чтобы вот этот путь совершенства исполнить. Свои задания для детства, свои задания для юности, свои задания для молодости, для зрелости и свои задания для старости. Вот это покаяние, преимущественно духовное делание, приближение к Богу вот именно уже внутри, вот это отрывание от земных забот, вот это, наверное, самая важная часть вот этого периода жизни. Именно оставить земные заботы. Вот сейчас еще один пример приведу и передам слово отцу Игнатию. Взглядываю тоже на одну пожилую женщину, которая имела горячую веру, такое горячее усердие к Богу. И, будучи ребенком советской эпохи, она, вот, имея веру, все-таки она была больше вот материалистом. То есть она говорит, как же рассуждая о жизни своих детей, она говорит, как сын у нее выпивает. Она говорит, квартиру же ему надо. Квартиру надо. Вот вся проблема от того, что нет у него квартиры. Вот была бы квартира, он бы не выпивал. Вот этот вот материальный взгляд о том, что первично материальное, а вторично духовное, вот он сидит в голове, как вот впитался, как нефть в песок. И сейчас она тоже несколько лет болеет, передвигается так с ходунками или с помощью инвалидной коляски. И она рассказывает о том, что вот я сейчас оставляю вот эти земные пристрастия. Вот эту тягу к земле, вот эту прирощенность к земле я потихонечку оставляю. Потому что фактически ей уже и выходить-то никуда невозможно. Просто от нее отрываюсь. И мы если читаем вот эти вот строки, прочитали как-то вот Ефрема Сирина, она слушала, знаете, затаив дыхание, говорит, вот это ведь, говорит, все про меня. Это как это, в IV веке написано? Это же он просто мою душу рассказывает, вот то, о чем я думаю. Когда грешил я в юности, говорил в уме своем, буду стар, перестану грешить. Так представлял я в мыслях своих. Когда охладеет от старости тело, тогда утихнет буря грехов. А теперь вижу, что воля моя и в старости не оставляет грехов. Хотя изменилась плоть моя, но не изменилась воля. Плоть утратила жар свой, а воля моя не оставляет своих навыков. Дряхла от старости стала плоть, изнемогла она, а воля нет. Убелилась голова, но не сердце. Обветшала плоть, а злые помыслы обновляются непрестанно. Чем белее волосы на голове, тем сердце чернее от грехов. Но я подчеркну, что человек просто глубже видит свои грехи. Это не значит, что он живет там, в блуде или в каких-то других грехах. Он просто яснее видит свои грехи. Чем немощнее плоть, тем крепче воля на дела беззаконные. Какой в юности была воля моя, такой же осталась старость. И вот она прям слушала так со слезами на глазах, говорит, да. Вот это все про меня. И как я благодарю сейчас Бога вот за эту немощь, за эту скованность, за вот эту неспособность даже себе налить стакан чая, потому что я хотя бы понимать стала вот все вот это. Отец Игнатий, что вы, как подхватите линию разговора? Я на прошлой неделе стал сразу другим. Меня мучает один молодой послушник пришел к своему старцу. Старче, мне принимать помыслы и бороть, или не принимать и не бороть? Старец сказал, не принимай, не бори. Он ушел, так и живет. Через какое-то время пришел к нему другой послушник, отшельник. Ты где был? Можно у тебя поночевать? Ночуй. А где был? У старца. А зачем ходил? Спросил, принимать мне помыслы и бороть.
не принимать и не бороть. Ну и что старец сказал? Старец сказал: принимай, бори. Что-то мне он другое сказал. Пошел к старцу, что ему? Одно говоришь, мне другое. А вы разные. Он может уже побороть, а ты еще не можешь. Когда я это прочитал, я стал отгонять помыслы, которые меня очень мучают. Я отгоняю их молитвой, службой, какими-то делами. Ну, я не могу. Я немощный человек, немощный умом. Я не могу их рассудить. Я так жил спокойно, лет 20 уже священником. Ну, это меня не касается, я это не смогу. Ну, потом мне подарили планшет, я стал загружаться. У меня как вспыхнуло все это. Я не смотрю там мирские, я смотрю духовно. Но в духовной, так сказать, благосфере такие тенденции разные, что я возмутился. Дух мой возмущен. Я не знаю, вообще я не знаю, я начинаю советоваться со своим благочинным. Как раз первый день Андрея Криского читали, и он не может это перенести. Он ужасается. Это ты, отец Игнатий, ты меня так опечалил, ты мне сделал больно. И мы в алтаре, а люди слышат, это идет. Ну, ладно, отец Феодосий постарше. Я отцу Феодосию сказал там что-то. Да ты чего? Еретик, все такое. И вот я хожу, не могу уже прогнать помысел, ни молитвы, никак. И на прошлой неделе у меня все улеглось. Это помысл я как бы уже как некую прививку, когда грипп. Что человек в легкой форме, он заболел, переболел, тогда уже у него иммунитет. И вот я в очередной раз переболел. И я ее напишу, в голове она у меня есть, называется «Я познай себя». То есть я должен знать себя. И когда вот эта тема возникла, у меня стало так все быстро-быстро укладываться, все нормально, все так хорошо. И я в особой радости нахожусь вот уже неделю больше. Вот. Познай себя, что я есть в этом мире, в каком я окружении нахожусь. Я Бог, Он вездесущ. Что значит? Это в каждой клеточке моего тела Бог. Во всем, и в костях, в крови, во всем Бог. Мало того, я Его тело, я причащаюсь, я крещеный. Я Его тело. Надо же тогда, как он меня оставит без внимания? Как какой-то злодей, что со мной может сделать? Никогда это не получится. Потому что Бог, и Он все, мне надо положиться и так понимать, да, я твое тело, и твое тело, и вот мы все крещеные, и живем духовной жизнью моего тела. Да, у меня есть, и нас никто не разлучит. И мало того, он мне подсказывает, это же мысли от него, и этот помысел, он как бы меня попустил быть, иначе бы сказал, не, я не хочу. Ну, было тяжело, конечно, воспринимать. Сейчас я все, так, слава Богу, хорошо. Я раньше видел зло, а зло в мире, князь мира сего, да, и мир лежит во зле, и мы видим злоумышленники, там где-то заговорщики, они истребляют все народы. Вот все народы должны уменьшиться до 500 миллионов человек. Да я не хочу, мне жалко народ, я что-то хочется делать. А что надо делать? Ты же в теле, молись Господу, Он как-то там разберется. Потом слышу на службе, блаженны кротцы, яко те наследуют землю. Мы же Бог, как нас уничтожит зло? Никак. А что для этого нам делать? Ну, к Нему взывать, кто непрестанно будет, Он сам сказал, кто будет непрестанно вопить к Богу, тот знает, как спасти избранных. То есть, значит, мы, наши дети, наши внуки, кто в Его теле, наследуют землю. Что нам, какая радость. Вот.
Но у меня есть руководитель моей организации, есть великий господин, святейший патриарх, ну и господин архиепископ Етерим. Они руководители, они могут наградить или наоборот, они могут поласкать, но как бы тут духовно они благословили на служение, они как бы рукоположили меня. Вот. Ну, это одна сторона. С другой стороны, у меня вы есть. А вы кто? Вы мои ближние. Вы меня кормите, одеваете, обуваете. Из этих денег я могу что-то отдать еще епископу господину и великому господину, там, налоги уплатить. Вот. Оказывается, все как здорово. Все. А всем этим наблюдает Господь. Поэтому успокойся. И когда успокоился, у меня ушла тревога за тех, кто умрет, кто вымрет. А их много будет. Юноша сказал: позволь мне идти погрести моего отца, похоронить отца. Вот. Господь сказал: оставь мертвым погребать своих мертвецов. Из этого что следует? Из этого следует, что мертвые будут копать могилу, мертвые принесут покойника, может, позовут батюшку, отпой, он крещеный был. Ну, батюшка отпоет, потом будет панихида, и на панихиде никто не поговорит о грехах, о душе. Будет: какой хороший человек, тому он так кроссворды разгадывал, он баню так любил, топил, гостеприимный был. Я слышу, тут мертвецы стоят, о нем хвалят, и мертвый лежит. Он отсоединен был от источника жизни, от Бога. Вот. И такие люди, как правило, если доживают до больших лет, то их зачем-то Господь попускает, чтобы другие мучились и пришли в церковь. Они живут долго, мучаются сами, чтобы других мучить, чтобы те пришли в церковь. Вот. Потом Иисус Христос 2 случая говорит. Тех, которых Понтий Пилат смешал с дорожной пылью, были грешнее всех. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, так же погибнете. А на тех, которых упала Силамская башня, если покаетесь, не покаетесь, если они не самые виноваты, но вы также погибнете. И вот недавно мне хирург делает операцию на ноге. Такая несложная. А я спрашиваю: Малина Сергеевна, а чего ты такая усталая? Она говорит: всю ночь делали операцию. Была на дороге авария, и молодой человек, который ехал к своей невесте, погиб. А в другой машине были там папа, мама и 2 детей. Они в тяжелом состоянии. А как раз говорят, шахта Ростовской области, там теракт или что-то был, взрыв какой-то. А до этого за неделю Магнитогорск, а еще раньше Зимняя Вишня, а еще раньше Белая Лошадь, в Ухте как-то там было. Вы, оказывается, какой мир. Вот. Не покаетесь, не идете в храм, не признаете там Бога. И люди, эти люди, конечно, они. Вот. Теперь, что есть человек? Мы как бы о себе не знаем. Вот я часто среди мертвых бываю и спрашиваю: скажите, зачем человек живет? И это не знают педагоги, не знают, вы проверьте сами. Скажут: ради детей, ради. Поэтому детей испортили, сами попали в такой тяжкий лабиринт, из которого выбраться не могут. Вот. Не знают, люди не знают. Я 6 лет искал ответ. Искал у самых образованных людей, самых уважаемых мною, но, к сожалению, они не могли помочь. Я спросил у бабушек своих, неграмотных, они все в один голос: а ты чубочку не знаешь? Они радостные, так улыбаются. Скажите. А живем для того, чтобы в рай попасть. Как просто. Вторая сказала: в рай не попадем, но возле рая. А третья говорит: нам бы в ад не попасть. То есть они говорили, что у них есть будущее. И вот тогда надо, что есть человек?
Вот как я родился. Мои папа и мама совершили соитие. У них было и раньше, но меня не было. Было позже, но это уже был не я. А именно в этот момент мне Господь дал жизнь. Тела нисколько не было, там в миллиграммах, может, какая-то жидкость была, но это же не тело, ладно там. А жизнь уже была. Кто ее дал мне, эту жизнь? Бог дал. Мама выносила, родила, папа тут почем-то был. Там мне было тепло, сыро, темно, сыто и безопасно. И вот время пришло, я вот родился, светло, холодно, сосульки, ямы, автомобили, злые люди, законы какие-то. И всегда есть хочется. А еще хочется что-то вкусного. И вот я живу. И вот я сейчас понимаю, что моя жизнь принадлежит Богу. И я должен вернуться к Нему. Однажды я проснулся, и что-то кувалдой кто-то колотит в нашем доме. Я сел, ничего нет. Что это такое? Я понял, я спал вот так, на ухо. И там был пульс такой, бум-бум. Телефон лежит. Я ну-ка посмотрю, посчитаю, сколько я сделал, мое сердце удара сделает. Посчитал, 2,2 миллиарда. Ничего себе сердечко, да? Но еще мне сейчас 70, а я думаю, что лет 5, может быть, я проживу. Так с запасом. За 75 лет она сделает 2,2 миллиарда. Сколько раз я вдохнул? Вдохну я 800 миллионов раз. Но когда-то будет последний удар и последний выдох. И тогда я это вот мое тело, а это моя душа. Они связаны Духом Животворящим, Духом Святым, который мне Бог дал тогда, когда я еще был при соитии. И вот я жил так. Тело и душа связаны Духом Святым. И Дух отойдет, тело распадется. С душой. Но беспокоиться о теле не надо, пускай отец Максим беспокоится, куда меня похоронить. А тело-то мое, оно станет перед дверью, душа моя станет перед дверью. А что за этой дверью? Открываю. Папа, дорогой, мама, Алексей Федорович, Мария Васильевна, все мой приход, который уже ушел туда. Кто еще там? Там святые стоят, подальше они там, сам Господь там меня встречает. И там так хорошо, апостол Павел, язык не пробовал, глаз не видел, ухо не слышало. И то не приходило на сердце человеку, любящим его. Вот я в это верю. И меня пытается поколебать. А ты грешник такой. Да, я грешник, но я тело Христово, что он меня оставит? Я буду каяться в своих грехах, буду размышлять. И вот я даже написал, что я хочу умереть. Мне здесь хорошо живется, у меня друзей много, у меня Мария ходит в гости. Мне хорошо, здоровье, у меня укрепилось здоровье. И в 50 лет я был намного больнее, чем сейчас. Но я туда хочу, где нет никакой неправды, туда нечисто ничего не войдет. Я туда хочу, стремлюсь. Это написали в газете. И старшие батюшки там из Пензы, из Кирова, они позвонили, ты что там народ смущаешь? Умереть хочет. Я говорю, я хочу, отец Павел, я хочу в рай. Не говори гоп, пока не перескочишь. Я-то задумался, Господи, сколько я поживу? Поскольку я приношу некую деятельность, так скажем, плоды, то кто же меня лишит этой жизни? Поэтому раз нужен людям, я еще пожертвую собой. И так говорит апостол Павел. Он говорит, я хочу разрешиться и быть со Христом.
Но поскольку я вам нужен, я жертвую. То есть для него жизнь уже становится жертвой. К тебе хочу, Господи, с тобой-то хорошо. Вот, он говорит, я его пожертвую. Об этом, если можете посмотреть сами, митрополит Антоний Суржский, «Беседа о смерти». Там он говорит, что мы ее должны ждать, как невесту, с трепетом, с благоговением, вот, с таким, что... Вот. Да, с вожделением. Так вот, поскольку я туда хочу, служу я, каждый день молюсь, как того устав, и я получаю. Я замечаю, что я стал радостнее, чем был. В 40 лет я был старый старик, у меня была большая контора, там, я одевался как мужчина. А вы знаете, мужчина кто такой? Мужчина — это один раз за столом сидели, говорили, это у которого хорошая прическа, это у которого одежда нормальная, хороший ремень, часы на руках и гладкие туфли. А у мужика там ему... И посмотрели на меня. Но я выгляжу как мужик. Ну тогда, за столом, по крайней мере. Но я подумал, я же был мужчиной. Ну и что хорошего в этом мужчине? Держи марку, да? Что хорошего? И один у меня знакомый монах, он как-то у меня жил, и он чистит туфли, а я читаю книжку. В книжке написано: любовь к роскошной обуви – признак развращенной души. Это тоже там святые отцы древности. А он, говорит, чистит так, чистит. Я знаю его душу, я знаю его состояние. И он ставит ее в туфли, отошел, так посмотрел, берет их опять и подрясником так чистит. Вот. Мы с ним расстались. Пожили еще много и расстались по-доброму. Он сложил себе монашеские одежды и ушел в мир. А потом приехал и жил. Смотрю, такой стал святой человек. Уже одевается, как одевается. Уже он изменился. Он изменился. Поэтому все мы должны, покаяние заключается в том, что мы должны измениться. Мы должны измениться в сторону света. Вот вчера читали Евангелие на Вае, там Господь говорит, кто ходит во свете, то есть в Христов, я знаю, как поступить, а твое тело, ты меня научишь. Сам не знаю, спрошу батюшка, подскажи. Я буду стараться жить по Евангелию, по учению святых отцов, тогда я не споткнусь, тогда у меня не будет... Мало того, я сам это не могу так жить, не могу. Апостолы, когда его спросили, кто может спастись, он сказал, человеком это невозможно. То есть вы не спасетесь, никто, ни отец Максим, ни я. Он сказал, Богу это возможно. Поэтому мы и его ищем, его поддержки. Я вот как дитё. Я хочу быть таким. Я стремлюсь, я не хочу самый главный, самый умный. Нет, когда как дитё, тогда он мне придет. Потому что дитё нуждается в покровительстве, нуждается в заботе. Тогда меня там балует. Вот надо как бы измениться в эту сторону и хотеть к Нему. И тогда мы получаем плоды Духа. Послание Галатам апостол Павел говорит, что мы получаем? Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, милосердие, вера, благость. Вот это мы получаем от Него. И, конечно, мы становимся посветлее по этому. И жить нам становится все радостней. Мне радостней, мне даже болеть радостно. Она не сколько мне больно, сильно больно. Но радость, она не это самое. Я даже, зачем-то это, как-то это. Это какой-то баланс, чтобы... А тот, кто не стремится туда, как отец Максим прочитал сейчас про это, одна знакомая пришла и говорит, батюшка, ты 30 лет назад мне подарил Евангелие. И я открыла, у нее 3 детей, а муж у нее гулящий.
Мужа я знаю, он красивый, высокий такой, гулящий. И она смирилась с этим. У них нет близости уже там 20 лет. Но батюшка, она приехала, что? Он стал очень злой. Он злой стал. И мне не надо ехать, я говорю, Расваш, я понимаю, что. Он говорит, еще гуляет? Да, он гуляет. Он хочет секса, а он не получается. Он принимает там какие-то препараты, а он все равно не получается. Он это хочет. И вот эта страсть его делает злым, ко всем злым. Вот. И вот так любой человек, который не живет Богу, он потихоньку становится мрачным, ужасный лик, темным, и со всеми он воюет. Путин вор, да, вот все такое. Соседи, он с детьми, с родителями. Почему? На него мрак из ада уже наваливается. Ему страшно, у него силы-то падают. А эти страсти, они не имеют какого-то потолка или каких-то ограничений. Они все больше и больше его мучают. Вот. И вот старость, она наша, она как бы... Вот я родился на речке, работал опять навигацией. Для меня река это было, вообще. Сейчас я живу, рядом река. Я вспомнил, что прошлый год я ни разу не был на реке. Я не подошел к ней. Почему? Вот это мне хорошо молиться. У меня кто приходит, мне хорошо с ними общаться. То есть моя задача уже, пускай там внук мой купается, все. А я уже поспеваю для Царства Небесного, для рая. Вот. И вот мы в пятницу там в Единой России тоже собирались так, и там Союз православных женщин организовал встречу. Там говорил Вячеслав Шабанов, там спортсмен, там, фитнесом занимается, говорил о теле, даже попробовал сделать упражнения. Вот. Потом говорил психолог Илья, говорил от нас, почему мы болеем. То есть у нас есть прошлое, настоящее и будущее. Прошлое нас, если обременяет нас, там что-то не так сделали, что-то в чем-то виноват, и человек-то мучается. Мучается, значит, болеет. Обязательно у него что-то случится, там у него секреты нарушатся какие-то там. Настоящим человек мало живет. Вот. Но будущее надо как-то там рассчитывать. Но оно мрачное. Цены растут, здоровье падает. Венесуэла там что-то мятеж, на Украине там опять какой-то злодей. И мы заболели. Мы обязательно заболеем, у нас разрушится все. Почему? Мы потеряли, благодать, так скажем, по духовному. Поэтому у нас ни спорт, ни эти журналы, которые нам предлагаются, они нам не поправят здоровье. Они нас не вернут. Вот Вячеслав сказал в упражнении, все одушевились, да, будем делать. Ну-ка попробуйте делать. Вы не сможете, скажете, лень мне вставать. Вы хотите телевизор не смотреть? Попробуйте выключить. Что у вас получится? Не сможете вы выключить. Раз выключите, второй раз, все. Вы хотите не бояться? Попробуйте не бояться. Вот. И только человек, когда живет с Богом, на него возлагает печаль свою, живет там, что я буду заботиться? Тогда у него хорошее настроение. А хорошее настроение, оно залог здоровья. Оно как бы укрепляет. Вот я один раз чуть не умер. Я много раз умирал, но один раз сильно меня это. Я был молодой. Служил в Максаковке. Приехал в воскресенье вечером домой, и звонит один монах. Говорит, слушай, мне нужна материальная поддержка. Я говорю, ты иди завтра на рынок, найдешь Мустафу, скажешь, что вот меня назовешь, и он тебе поможет. Нормального человека все прекратил. Но я тщеславный и хвастливый.
И я добавляю, я его крестил. Поскольку в воскресенье я уставший был, я не заметил этого промаха. А в понедельник я чищу зубы, мне так хорошо. Я чуть дольше поспал, я отдохнуло мое тело. Чем я буду заниматься? Я также буду читать, молиться, так, но я буду делать, что хочу. Не то, что устав, не то, что расписание. То есть у меня будет свободный день. Вот. И вдруг я вспоминаю, я его крестил. Он придет на рынок, скажет, где тут Мустафа, которого крестил отец Игнатий? И ему не поздоровится, Мустафе не поздоровится. И вообще там народ крутой, эти мусульмане. И это. Я ужаснулся, что может произойти. И вдруг у меня открылась рвота, такая обильная, сильная, я задыхаюсь просто. Я не знаю, что делать. Я зашел в комнату, у меня плохо, у меня сердцебиение, все летит, голова вот так, как бьется это. Какие-то лекарства принять. Я открыл, что там принимать, что там пить, я сейчас умираю. А не знаю, что делать, такая паника, такая все, Господи, что делать? Вот обращаю внимание, надо помолиться. И как-то он даст. И вдруг у меня мысль, же отец Мальчик рядом живет. Я одеваю курточку и бегу. А он уже садится с детьми уже завтракать. Отец Владимир, преисповедуй меня. Да подожди, отец Игнатьевич, вот сейчас поедим. Ой, мне так плохо, меня так печет, я умру сейчас. Давай, он прижал тебя. Мебели не было у них, они только приехали. Он берет табуреточку, мы идем, я исповедуюсь, на коленочках стою. Ну, он меня почитал молитву разрешительную. Ну, чем занимаешься? Я говорю, строю, вот денег нет. А у тебя как дела? Да денег нет, это строю. Ну, пойдем чай попьем. Ну, мы пришли, дети уже закончили завтракать, сидим. Я смотрю, часы над ним, 7:30. Так зачем же я пришел сюда? Зачем? То есть Господь так и сгладил вот это. Это та цепь событий, которая этот монах проспит или что он не пойдет, а Мустафы не будет. Да, ну, это Бог знает, как из этого выбраться. Я покаялся, мне стало. Вот я иду домой и думаю, если бы я не исповедовался, я бы умер. У меня был миокард лопнул, либо сосуды головы. Потому что в разнос пошло. Я стал умирать. Умирать не благодатно, а под действием вины. Ну, матушка бы вызвала там Валеру, Валера бы санитаров, меня бы патологоанатом там скрыл. Ну, была бы справка, что умер от инфаркта или инсульта. На самом деле, чего я чуть не умер? Дети сразу нехорошая реакция. От греха, батюшка, от греха. Грех совершил. Ну вот я покаялся, успел. В 50 лет мне подарили велосипед. Хороший велосипед, такой горный, с переключателями, там, с тормозами. Я хотел сделать путешествие на велосипеде. Ну, надо потренироваться. У меня удовольствия нет, потом что-то с сердцем, потом вдруг она меня как паяльной лампой там ждет, все такое. Ну, врачам показался ишемия. Все, без нитроглицерина никуда. Ну, везде нитроглицерин, в каждом кармане, в машине, везде там в алтаре. Алтарники сопровождают, боятся, как бы что с батюшкой не говоришь. У каждого в кармане нитроглицерин. Вот. Ну, потом прошло 20 лет. Я хожу на лыжах по 5-6 часов зимой. И помню, я спускаюсь, у меня тропа, а выбираю дороги неровные, такие, чтобы это. И у капюшона застежка эта зацепилась вот за деревья. Я понимаю, сейчас она ударит меня так вот. Ну, хорошо, если в щеку, а то в глаз. Я так поворачиваю, чтобы ее порвать. А лыжи уже поехали в кусты и под откос там. И такая вот стоит ольха. Я так падаю, чтобы задержаться за нее, на эту ольху.
Она там ломается сверху и летит вот так. То по головке там. Лыжи вверху, голова внизу, снег вот так. Не могу, чтобы отстегнуть их никак. Ну, потом встал, больше я ходить не буду так. Или не один буду ходить. Но пришел домой, у меня ничего не болит, ни сердце, ничего. Что со мной случилось? Вот я говорил. Тело и душа. Когда мы крестим, там батюшка читает молитвы, тело служит словесной душе. То есть тело, оно слуга. Вот. А личность – это я, душа. С вами разговаривает личность. И вот она связана все, это Бог, Дух Животворящий. И когда его вот лежит пьяница, валяется, там дебошир, все, презренный человек, но он живой, в нем Бог. Бог надеется там, что он покается, что у него шанс есть спасти, прийти, измениться. Но его там очень мало. А вот когда человек молится с Богом, он молится с Богом, у него всегда хорошее радостное настроение. Бог, он же в его теле находится. Вот я огорчаюсь, самое неприятное известие для меня это как 2-3 минуты. Почему? Я уже поменял вот мирские постулаты, которые в голове. Флешку вытащил и засунул флешку уже духовную. И уже, поскольку года и опыт есть, и вот я получаю такое приятнейшее такое письмо. Так, отец Игнатий, ты должен в епархию 10 тысяч рублей сверх того, что ты отчисляешь. Каждый месяц у нас надо денег, на звонницу, на это. Как человек, что я делаю? Нашли, с кого брать. Как человек, христианин, Христос сказал, берут от тебя верхнюю одежду, отдай нижнюю. О, Господи, я все, простите, я что думал плохо. Нет, я отдам. Все, что просят, я отдам. Ну ты, Господи, смотри, какой я слушаюсь тебя. Серафим Саровский, а он говорил так, украли у тебя, пропало, отняли. Отнесись к этому, как будто ты дал милостыню, и у тебя в 2 раза прибудет. Я так убежден в этом, потому что я сам испытал это десятки раз. И людям говорил, там одна говорила, у нас на даче все воруют. Вот батюшка вчера на той неделе постель, на этой неделе посуду. Я говорю, вы как будто вы милостыню отдали, отнеситесь, пускай там, что там ваше. Вам Господь что-нибудь даст. Она говорит, что даст? Я говорю, квартиру, может, получите. Так мы, батюшка, получили. Вот. То, что она получили квартиру, я не знаю. Они не пригласили даже там это самое. А то, что украли, для них беда. Вот получили квартиру, нет, Бога благодарить, да, что это подарить этим ворам в свете. Но люди вот так вот. Но поскольку я заменил и знаю это, меня это сообщение, что меня попросили деньги, она меня не огорчила. Она меня обрадовала. То есть я могу платить. И ты, Господи, даешь мне такую возможность платить. Это там не хватает денег, а у меня хватает. И вот так, что не случается со мной, мне в радость. Вот ссора какая-то. Вот вчера у нас одна прихожанка зашла с компанией целой и говорит, что такое, батюшка? Я не одна, все мы жалуемся. Вот мы зашли в храм, а вот Мария на свою подругу говорит, на меня так смотрит со злобой такой. Я понимаю, это не эта Мария, это она смотрит на нее так, моя келейница. А у келейницы страшно болит нога. Она ее там тянет все, она с таким это. Ей больно. Она не потому, что это. Нет, другим она улыбается. Да, пришла Людмила, принесла 100 котлет сделала, 110 котлет рыбных. На свои деньги купила, сделала, чтобы вот сегодня был праздник.
Вот. И, конечно, матушка, зная, что Людмила испекла и принесет сейчас котлету, она рада, она ее обнимает. Вот она ей улыбается, она меня смотрит. И была некая такая дискуссия, обсуждение такое. И это как раз хорошо, это и есть духовная жизнь. Не когда тебе нектаром тут все, а когда ты думаешь и ищешь какое-то. Ну, я так оглядываюсь, а ты сзади матушка. Как бы она все понимает, все такое. Ну, плохо вроде. Сегодня смотрю, вот эта женщина, она исповедуется уже не у меня, а у отца Феодосия. И увидела меня, и говорит: прости, батюшка, все. Да ладно, я тебе 100 лет назад все простил. Вот. А потом идет ее муж ко мне. Батюшка, ты наш прости. Что, Саш, в чем дело? Да мы вот вчера тут, прости нас, мы только к 10 часов вечера поняли, что мы не правы. Какая разница, кто на меня смотрит как? Он же не имеет это права. И мы до часу обсуждали. Поэтому, если вот Тамара уже покаялась, ты прости нас. Вы понимаете, что произошло? Покаяние, изменение, сознание прошло. И тогда еще больше Бог, Дух животворящий, свяжет их здоровье, там все. И вот прекрасные, светлые такие, благодатные флюиды там человека, свойства, качества. И человек крепче, все крепче живет долго. Вот наши архимандриты, там, Наум, Кирилл, Иоанн Крестьянкин, там, Николай Гурьянов, Стяпочкин, там, Мандроник, все 95-97 лет прожили. Раненый, война, там, легкое одно, но какие перенесли испытания. Ну вот, Господь связал так вот. И они поспели, они за эти годы, они сами воспитали, и воспитали много других. Воспитали, вот, подготовили к жизни вот, вечной. Поэтому, если мы будем жить ради Бога, а надо жить ради Бога, надо жить ради Бога, не ради детей, не ради добрых дел, это все не ради там светлого будущего человечества, нет. Цель нашей жизни, говорит Серафим, это стяжать дух мирен, вот христианская жизнь. И когда у нас мирный дух, не особое веселье какая-то, смехом там, ну это не вылечишься. Ты мимо Царства Небесного проскочишь. Вот. Я не думаю, что Петросян там или там это. И даже те, кто ходит его смотреть. Вот. У нас, так немножко обсуждали, вот приезжал Фотий, такому, вот здорово, вот это православие. Нет, это не православие. И это не монах. Это артист в монашеской одежде, подряснике. И это не духовное, а это душевное. Это разница большая. Вот. Но можно душевно говорить о духовном. У нас такая родилась это. Но надо всегда помнить, что мы люди духовные, нам нужен Бог. А все остальное, там, оно даже нам может во вред. Потому что мы пошли на концерт, но не пошли в храм. Да. Надо было с детьми позаниматься, а мы пошли на концерт или там. А что говорить, если про футбол, там, про вот, развлечения такие. Вот. Так что мы должны свои чувства отслеживать, мы должны их это. И когда мы живем ради Бога, это поневоле, это кто-то мне напомнит, кто-то что-то скажет. Вот. Если я возмутился, мятеж поднялся, говорю, это неправильно, вот так все. И это значит это. И утром я сегодня перед службой проповедь говорил после молебна и говорил вот чувства, любви, там надо. Без любви нет ничто. Человек хоть тайны знает все, горами движет, там, все равно пустой, как барабан. Если даже себя на сожжение за других отдаст, или как Гастелло повторит подвиг, то нет никакой пользы для него. Нету. Потому что человек должен любить. И вот этой любви Христовой, вот, совершенно, мы должны учиться как бы всю жизнь. А эта любовь, это жертва. И это опять только может дать Бог. Бог. А когда? Когда мы к Нему обращаемся, когда живем.
И тогда у нас иммунитет. И когда мы начинаем бояться, когда мы начинаем тревожиться, когда мы потеряли Бога, мы, значит, когда мы хотим богатства, серебра, Он говорит: горе вам богатые. Бросьте его, бросьте, в храм отнесите. Когда мы начинаем из себя что-то строить, Он говорит: горе вам, лицемеры. Поэтому не лицемеры, горе. А если мы работаем в рекламном бизнесе, Он говорит: горе вам, кто смотрит рекламу, кто на нее западает. Но горе тем, через которых они, вот этот соблазн приходит, это реклама. Лучше бы им не родиться, им как камень и на дно моря. Вы представляете? Вот. Поэтому мы не должны жить по тем правилам, не даже тем законам. Мы должны жить то, что в Евангелии, то, что святые отцы. Вот мы сможем, на нас не полагайтесь, на отца Максима, на меня, даже на владыку и на патриарха. Мы люди живые, нас можно напугать, купить. Мы можем сами привить помысел куда неправильно. Вот. Мы можем быть арестованы, а арестован ты не вольно делать. Вот один из помыслов, я посмотрел протоиерея Георгия Максимова, это преподаватель Санкт-Петербурга, там история русской церкви в личностях патриарха. И меня это вот привело в такое тревожное состояние. А потом я вдруг их полюбил. Если бы я был на их месте, я бы еще, может быть, еще. Вот. А я их полюбил. И меня от этого радость. что... И вот мы должны в себе находить радость. И как? Помолиться. Допустим, Павел говорит, апостол: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Все, я получил указание. Апостол говорит, не кто-нибудь. Вот. Поэтому мы, руководствуясь вот этим, мы понимаем, что этот мир есть. Он мне абсолютно безопасен. Почему? Потому что я не посягаю на чужое. И апостол Павел говорит: ты можешь пострадать, меня могут повесить или застрелить, как Даниила Сысоева. А Даниил Сысоев говорил: мало попасть в рай, надо попасть в самый центр рая, там, где Христос, где мученики. Он об этом говорил, писал. И вот вдруг через полгода после его слов он попадает туда, там, где мученики. Вот. Он в дамки сразу попадает, а мы, поживем еще. Но не будем бояться, мы ничего не должны бояться. Вот есть хороший ролик, коротенький ролик. Тогда еще архимандрит был, Тихон Шевкунов. Он называется «Не бойся». Если будете искать, «Не бойся», Тихон Шевкунов. Вот. Он всего там 1,5 минуты. Но он что сделал? Он из Евангелия выбрал эти слова: «Не бойся». Оказывается, это больше всех, в разы он, о чем говорил, он: «Не бойся». Что вы так боязливы, маловерные? Вот. И мы не должны бояться ничего. Но я тело Твое, Господи, я Твое тело. И вот мне, как я умру, как это? Это мало меня заботит. Это пускай, Господи, Ты решишь как. Вот. А мне важно, чтобы моя душа к Тебе пришла. Вот это важно. Я должен так жить. Не как я хочу, а как Ты этого хочешь. Как надо жить. А Ты мне помоги. Ты мне помоги. Я искренне, когда так прошу, я хочу это, не получилось. Я хотел знаменитой быть, как... у меня такая программа была, как у Головина. Но не дает Господь, у меня все есть. Я хочу монастырь. Со мной 19 человек, я их воспитываю 20 с лишним лет. Потом я поменьше. Я служу им вовсю. И вдруг на 23-м году я понимаю, я тщеславный человек. Я хотел по тщеславию монастырь сделать. Из кого? Из людей, которые мертвы. Из кого? Вот. Я понял. Я тогда
обрадовался этому несказанно. Почему? Наконец я у себя нашел, как вот та грех, которая упала на бордюр. Я тщеславный. Я думаю, тщеславие, она мной руководила, она меня вела, она меня даже в церковь привела. И может это как-то вот. Угу. Да. Говори. Как раз про это и хотел говорить. Вот жезл. Про второе слово мы уже разобрали, что такое старость. Вот отец Игнатий сказал, что вот в 40 лет чувствовал себя, что тело уже ветшает, уже какие-то болезни набираются, а изнутри, то есть он в 40 лет чувствовал себя старым, а сейчас чувствует себя молодым. Вот об этом же сказано, что внешний человек наш тлеет, а внутренний со дня в день обновляется. Со дня на день обновляется. Вот что такое вообще жезл? Жезл – это вот тут Денис, наш Денис Аксузянск, с которым мы вместе готовим эти беседы, подготовил целую такую небольшую заметочку «Культурно-нравственное понимание символа». Жезл – это короткая палка или трость особой формы, служащая символом власти, почетного положения. Жезл может быть маршальский, жезл – это и атрибут регулировщика, который показывает направление движения транспорта. Жезл был у пророка Моисея. Этим жезлом он по скале ударял, этот жезл превращался в змею. Этим жезлом, вот именно жезлом, не рукой, а именно жезлом, он показывал на море, чтобы море расступилось. Этим жезлом жезл Аарона расцвел. Вот жезл как символ власти. Он расцвел. Вот когда стали спорить, а кто должен быть первым, положили в скинию, и именно жезл Аарона расцвел. И вот если в первой части выступления я говорил о том, что старость – это бывает время покаяния, когда человек вот начинает вдруг понимать, что это дело неправильно. То есть и другое. Есть и другое, когда ты изначально идешь правильно. Ты изначально собираешь вот эти сокровища духовные. И вот тот же Ефрем Сирин в своем слове, например, пишет: «Делатели и совершенные подвижники радуются в час разлучения души от тела, имея у себя перед очами великий труд подвижничества своего, бдений, постов, поклонов, молитв, слез. Души их ликуют от того, что призываются они из тела своего выйти и войти в покой вечный». Вот это богатство, которое надо скопить. Ведь как земное богатство его не скопишь вот мгновенно, за день, за неделю, это все равно десятилетия, даже из поколения в поколение, да, вот через наследство передаются большие состояния. Также и духовное богатство, его нужно собирать. Есть путь вхождения в рай, как разбойник на кресте, вот последним вздохом молитвенным, покаянным. Есть работники 11 часа. А есть, вот когда человек от юности, как вот апостол Иоанн Богослов, вот он собирает, и в старости это расцветает. Вот женщина одна есть, ей 87 лет. Я, во-первых, когда узнал, я просто удивился, потому что 87 лет человек выглядит прекрасно, говорит прекрасно, и очень четко работает мысль, осознание самой себя. И исповедь немногословна, но она очень конкретна, очень детальна. То есть это говорит о внимании. О внимании. Не общими словами, там, во всем грешен, и такой вот общий список. Вот конкретно за неделю вот это не получилось, конкретно вот в этой ситуации это не получилось. Это значит, человек продолжает вот эту напряженную, внимательную работу над собой. Знаете, вот красиво на это смотреть. Иногда в храме наблюдаешь, идет служба, заходят молодые люди, молодые мамы, такие парни спортивного вида, постоят, так, минут 10, начинают с ноги на ногу переминаться, часы поглядывать, минут 15, все, ушли. Не только потому, что спешат, а просто видно, что тяжело стоит. А сейчас вот как раз Страстная Седмица, наступает великопостные службы, они будут самые долгие службы в году. Вот в Великую Пятницу вечером, самая длинная, самая сложная служба.
идет больше 4 часов. Вот. И я смотрю вот на наших бабушек, как они молятся. Так постоят, ну где-то чуть-чуть посидят, и все, и полностью всю службу устраивают. Ведь к этому надо привыкнуть. Вот это богатство надо скопить. Женщина была она, я уже несколько раз про нее рассказывал, но вот вновь и вновь в мысли к ней возвращаются, потому что вот для меня это пример такой, знаете, осознанного движения к Богу, осознанного. Не покаянного даже, а целенаправленного. Она помогала в храме много лет, она всегда на службу ходила, вот прям вот как на работу. Вот. И последние несколько лет болела, из дома уже не выходила. И вы знаете, она говорит, вот не жалею, не ропщу, даже вот ни о чем не печалюсь. Вот смотрю из окна на улицу, вот только одного, может быть, не хватает, именно службы в храме. Понятно, ты причащаться можешь и на дому, а вот особенно постовых служб не хватает. Вот так они, вот эти вот песнопения, да исправится молитва моя, вот именно постовые песнопения, они вот прям вот звучат в душе. Понимаете, вот человек в душе это скопил и с этим живет. И вот дано было видеть ее последний день. Она сама назначила день вот своей исповеди, ну, как потом оказалось уже последний, причащение. Вот, он оказался последним. Но какая у нее была вот кротость, есть такое понятие, вторая заповедь блаженства, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Вторая, да, блаженные нищие духом, блаженные кроткие. Кротость – это не только скромность в житейском смысле, кротость – это доверие к Богу. Вот полное доверие Богу, полностью, во всем, в скорбях, во всех своих проблемах – это необыкновенно духовная красота. Вот когда человек ее приобретет, и вот она также, то есть полное упование на Бога. Вот это и есть тот жезл, то есть это и есть та сила, которой должен быть украшен человек в старости. Он не должен требовать к себе почтения, уважения, внимания, чтобы его выслушали, и не должен не то что даже жаловаться, даже претензий никому не иметь. Вот проявление кротости – это когда у тебя нет никому никаких претензий, абсолютно. Ни к Богу, ни к родным, ни к соседям, ни к властям. Вот у тебя нет никому никаких претензий. Ты доволен всем. Ты доволен своей болезнью, ты доволен своей семьей, ты просто всем доволен. Знаете, как легко общаться с таким человеком. У нас и сейчас есть вот такие люди в храме, вот, с которыми просто легко разговаривать, потому что ты знаешь, что у него даже подспудно, не то что в словах, даже подспудно нет ни на кого никакой обиды. Он знает свое дело, он это дело делает, вот это и есть кротость. Сказано, вот в чем застану, в том и сужу. Это не, в Евангелии буквально слова не записаны, они переданы через сочинение одного святого отца. Женщина еще одна была, тоже в храм вот она ходила, вот у нее случился приступ прямо в храме, на службе, где-то вот в конце. Туда вызвали скорую, там тут же ее в комнатку положили, она где-то еще месяц после этого пролежала. Пролежала и спокойно так отошла к Господу. Прекрасная кончина, вот согласитесь. Быть, вот представиться к Господу, вот окончить свои земные дела во время службы, во время молитвы. Ведь все равно ты в этом предстаешь, да, перед Богом. Ну, про ту же вот хромую лошадь вспомнили. Сколько людей, вот представьте, они пришли к Богу в таком состоянии, кто-то подвыпившим, кто-то там, может, под какими-то дурманивающими веществами, в каком-то виде некрасивом, полураздетом. А тут человек целомудренно одетый, там, в окружении своих братьев, сестер во Христе, в состоянии молитвы. И не просто молитва, а она помогала тоже в храме, что-то там нарезала, убирала. Вот. Еще отец Игнатий рассказывал про то, что вот если у тебя что-то украли, это твоя жертва Богу. И вот мы недавно общаемся с одной семьей пожилой, там тоже людям уже за 70, за 80, а муж чуть-чуть помоложе, 70 чем-то. В прошлом году они приготовили куст смородины, вот, и кто-то должен был прийти из родственников и собрать, не специально, говорит, вот это для нас, а это вот для тех, у кого нет своей дачи. И вот с утра, значит, человек должен был приехать, он приезжает, они приходят, а куст собран полностью, весь уже, до единой ягодки.
кто-то уже ночью помог. Они говорят, мы даже технически не представляем, как это можно было сделать, это же за 15 минут не сделаешь. И выкопали еще всю картошку. Да. И вы знаете, важно же отношение, то есть как они это комментируют. Они говорят, но мы же не бедствуем. Может, оно действительно важнее. Понятно, что люди совершили преступление, но в любом случае это люди безработные, в любом случае это люди нуждающиеся, в любом случае это люди бедные. И Бог с ним. Им нужнее, им полезнее. То есть им так совершенно легко, без обиды, без претензий даже к ним. Это тоже украшение, это тоже кротость. Понимаете, это состояние, оно вообще не залезает в душу другого человека. Оно вообще не рассуждает, что ты мог, что ты не мог, там должен был, обязан. Оно вообще отвечает только за себя. Оно вообще не берется даже судить. В этом состоит и красота, что человек даже не беспокоится за другого человека. Это твоя совесть, это твой ответ перед Богом. Нам главное, чтобы нам не осудить, нам не возроптать, нам тебя, даже не знать тебя, даже заочно, не сказать о тебе ничего плохого. То есть они боятся даже этого, даже заочно про человека сказать, ах, какие негодяи. Почему же вы не пришли, мы бы вам так дали. Даже этого не говорят. А есть такой случай, Макарий Египетский там идет к своей келье, а там все воры грузят на верблюда, там выносят. Он говорит, детки, вам помочь? А другой тоже, воры все забрали, а он смотрит, еще пучок травы осталось. Он бежит за ним, чатцы мои, чатцы, еще оставите. Вы представляете? А у нас монахиня Григория была выше, и она говорила, мы христиане, мы приходим в магазин, и мы должны взять худший товар, да, худший товар, а оставить лучший, пускай не христианам. Так надо пытаться так. Может, мы не сделаем, но мы должны, у нас какой-то зумер работать. Я поступаю по-христиански или нет. Мы должны это контролировать. Женщина живет по соседству. Ага. Женщина живет по соседству, у нее несколько лет назад, ей уже тоже за 80, у нее умер муж. И она через несколько дней встречаются на улице. Я спрашиваю, как дела, как самочувствие, как настроение. Она говорит, Юрочка-то умер. Я думаю, что она об этом расскажет. Она начинает об этом рассказывать, как это произошло, ему там плохо стало в аптеке, пришлось туда вызывать, его везли, пытались спасти, довезли к кардио. И она говорит, Максимушка, все-таки какие у нас люди везде хорошие. В аптеке стало плохо, ведь сразу тут же там подошли, помогли, вызвали, там приехала машина, кто-то выбежали там на улицу, тут же стали останавливать, кто-то остановился, тут же согласился привезти. А говорит, мы приехали в кардиоцентр, ты представляешь, а там какие все хорошие. Тут же прямо, даже не дожидаясь, пока его поднимут в палату, в операционную, тут же, ему одежду разрезали, тут же стали его реанимировать. И она обо всех рассказывает, обо всех этапах его смерти, и на каждом, и везде она видит хороших людей. Это взгляд такой. То есть человек чистым сердцем видит всех вокруг такими же чистыми. Еще одна женщина, отец Игнатий раньше окормлял храм в Озеле, и этот храм, он держится на одной женщине. И как-то попросили там послужить, я думаю, сейчас приеду, деревенский храм, паутина по углам, какие-нибудь там старые книги темные, никаких книжек там никто и не видел. Прекрасный храм, все чистенько, натоплено. Книжные лавки позаведует иной городской храм. На престольное Евангелие, как у нас, праздничное, такое же. Вся служба, все образцово, все принадлежности, ладан на выбор, все. И это все держится на одном человеке, который в Озеле, который ежегодно приезжает, привозит, присылает, там все это закупает, богословская литература, просветительские книги, все это организовано, обустроено, транспорт, встреча, колокольный звон, все сделано. А потом про нее рассказывают, она живет в Сергиевом Посаде.
у нее в ее подъезде жил какой-то бандит, авторитет, что-то такое. Ему под дверь заложили бомбу. И она на эту бомбу наступила. То есть она вот ту бомбу, которая предназначалась ему, она взяла на себя, ну, сама того не ведая. Она пролежала в больнице с разрубленной ногой, с тех пор она ходит с палочкой. Вот. Она Всё, вообще не ну, ходила много. Да, некоторое время вообще не ходила. Вот как интересно, да, Господь вот так вот награждает, то есть дает возможность пострадать за другой человек. Может быть, он там погиб, а для нее, вот как для человека такой, для человека во Христе, это обошлось такой травмой. И вот, кстати, про палочку, вот раз мы заговорили про жезл, как раз пример, вот она ходит с палочкой, и этого не стесняется, ну, может, она по-другому не может. Вот мне почему-то всегда, когда я вижу пожилого человека с тросточкой, вот у меня всегда такое сразу внутри почтение возникает. Вот хочется прямо как-то преклониться перед этим человеком, как-то ему услужить, уступить. Вот знаете, как вот принято же у нас говорить там мать, отец, как-то вот так вот отозваться. И мне кажется, не надо стесняться этого. То есть если вот возраст, состояние здоровья требует того, чтобы взять себе подмогу, а почему бы нет? Это вот просто даже внешне, это вот есть тот жезл, который одновременно вроде бы немощь телесную символизирует, и он обозначает такое внутреннее духовное благородство, что ты этого не стесняешься, потому что понимаешь, что красота, она не в гладкости кожи, правда? А красота, она в сердце. Короткий стишок, потом снова отцу Игнатию слово даю. Молодость и старость сели на скамейку. Молодость сказала: ты, как я, сумей-ка. А старость отвечала: красота не вечна. Научись делиться красотой сердечной. Вообще стеснение – это гордость с обратным знаком. Это вот я стесняюсь, чтобы не подумать. Все. Вот это надо, это вообще это такое. Мне Галина Филипповна, главврач стоматологии бывшей, сделала, полечила меня и очень долго со мной занималась. У меня проблема была, мне было 22 года, голова, там все такое. И она так вот приняла участие. Потом я еду в академию, учился, и мы едем вместе в автобусе. Она от меня в 3 метрах, я ее узнаю. Для меня она вот человек неба, я ей благодарен, все. Ну как я с ней поговорю, и как она подойду? Я стою, я знаю, что она плохо видит, она меня не узнает. Я молюсь за ее благо, хочу ей всяко, но подойти и сказать: как ваше здоровье, добрый вечер. Я не мог это сделать. Вот. И мне трудно было людям. Помню, я был директором, пришли камеры снимать, я волнуюсь, у меня все такое, Почему? Потому что я думаю о себе. А мне надо о себе не думать, думай о деле, думай о Боге, помолись еще перед тем, как рот открыть. И мне потом сделали, пломбу поставили в пятницу вечером, в субботу приехал, я в пятницу приехал на дачу, зуб у меня все это разболелся, коньяком там пытаюсь как-то там снять боль. Утром жена, я уже идти не могу, у меня все вот так закрыло лицо. Жена сводила, меня там почистили, в воскресенье еще раз сводили, а в понедельник опять Галина Филипповна. И она делает мне укол там, меня путается сознание, говорю: Галина Филипповна, как я вас люблю, все такое. Она говорит: 25 лет ждала, когда ты придешь. Вот это было, я тот был, который мучило все. Не так посмотрели, не так сделали. Вот сейчас вот меня только все радует. Меня неприятности радуют. Поборемся сейчас. Вот. У нас одна бабушка, то есть мне звонит и говорит: бабушка, не молись обо мне, все, о здоровье, я умираю. Молись о моей смерти. Я тут же приехал с дарами, смотрю, она действительно, у нее много болезней, она через 2 недели ее унесут в кардиологию, так все. И я каждый день ее месяц больше причащал. И она действительно там не кровинки, все, она уйдет. Я уже сыну сказал, там, муж, все видят, что это. Она сама, в ней жизни нет. Вот она уже покрывается такой березной.
Потом я думаю, она доживет до Сретения. И Сретения, Господь ее встретит. Но она, я ее накануне причастил, в тот день причастил. Ну, праздник-то еще идет, пускай все. Потом звоню Николаю Петровичу, как там, Валентина Ивановна? Она, говорит, сидит. А у нее сознание путалось, она не всегда узнавала там все уже. А что делает? Она семечки клюет. Я приезжаю к ней, смотрю, точно сидит, щечки розовые, так, розовые, это самое. Но в ней перемена огромнейшая, она хорошо поет. И она собирает круг маленький, застолье, и там слушайте ее песни. Но она красиво поет и умеет это. Она очень авторитарна. Все должно быть под ее контролем. И все она так. Ну, вот только меня она так как-то, а так она все, мужа, детей, там все. И вот за это время, пока она лежала, она уже не стала смотреть, где что лежит, как сделано, а что ей есть. И она потом пошла, она поправилась уже. Ее мечта отойти на Пасху. И вот, думаю, она доживет. Осталось вот немножко до Пасхи. Но она готова, она готова. Но вот человек должен, как бы, вот же старость, я сейчас скажу, что это Бог. Это старости, я вот оперся на Него, и вокруг меня все. Я сейчас Него, у меня 3 сына. Старший ходит в храм, все такое, младший ходит в храм, дети ходят, причащаются, все. Средний никак. Ну никак. Это не мое, папа, мне это не надо. И вот его привозят больного, он не может разговаривать, его не может ходить, его несут. Он большой, его ложат на диван, я его причащаю, почти без сознания. 4 дня он встал, потом он походил. Вот. Что с ним? Я не врач, я не знаю. Дать в больницу, не знаю, вылечить или нет. Потом он стал немножко ходить, я говорю, Денис, на, читай. Он на меня, ты что, из меня шута хочешь сделать? Все такое, и так грубо. Я замахнулся ударить его, а потом повернулся, и у меня лежит акафист, лампада горит. А день был с поручицы грешных. Я открываю, как раз акафистник на это. Я начал читать акафист, и он подошел сзади, меня так обнял с руками и плачет. Прости меня, папа. Вот, надо читать, Денис. И он читает, потом говорит, дай мне еще что почитать. На псалтырь читай, а церковнославянский, он пытается, Господь, просвещение мое, кого убоюсь? Господь, защититель живота моего, кого страшуся? Он понимает, он Пушкина почти наизусть знает. Лермонтова знает, там все. Но там гении написали, а здесь сам Бог. И эти мысли его, мыслеформы, они входят в него. Он сейчас со мной уже 4 года живет. Это мне нянька, телохранитель, там, водитель, там, все. Причем мне не надо его ругать. Я говорю, Денис, что, пап, ты хочешь меня огорчить? Нет, папа, ты что, нет. Представляете, какие мне... Вот я могу сказать, что мне Денис жезл в старости, но это будет неправда. Бог мне жезл, а Дениса он прислал. Прислал, чтобы он поддержал, но это Бог. Вот. И еще у меня... Может, есть еще какие-то высказывания, вопросы? Может, мы в одном русле ведем беседу, а может быть, хотелось бы еще о чем-то. Вы направили, подсказали? Да. Но они только к старости, что ли, бывают? Только к старости они набирают? Он расцветает в старости. Он копится всю жизнь, вот с детства начиная, в зрелости. А в старости он расцветает, потому что человек уже не может влиять на других какими-то финансовыми рычагами, физической силой. Не может. Но он обладает нравственным авторитетом. Люди знают, что он говорит немного, но если дед, бабушка, отец, мать так говорят, значит это слово истина. Ты можешь сделать по-другому, но потом убедишься в том, что старец был прав. Этот жезл, это и есть укорененность человека
но не только в его опытности, потому что истиной ведь является сам Господь. И человек обладает настоящим авторитетом, когда он укоренен в Боге. Вот о чем отец Игнатий говорит: Бог мой жезл старости. Я прав не потому, что я много прочитал или экзамены сдал хорошо. Я прав потому, что я держусь за Христа, за воскресшего, непобедимого Христа. И поэтому никакие волны, никакие перемены в общественной жизни, они не могут человека сбить. И поэтому среди людей он, с одной стороны, бывает какое-то время гоним, ну как Христа, гнали, предали. Но со временем, как вокруг воскресшего Христа возникает непобедимая церковь, так и вокруг человека, живущего во Христе, тоже возникает общество людей, которые понимают, что вот да, это твердыня, это скала. Он не согласится, ради какой-то сиюминутной выгоды, он не согласится на что-то такое непотребное, потому что у него есть принципы убеждений не свои, а божественные. И епископ Виссарион Нечаев так об этом пишет, хорошая цитата, позвольте, я зачитаю вам. «Нравственные достоинства, украшающие старцев, драгоценны не только сами по себе, но и потому, что имеют благотворное значение для ближних. Как счастливо семейство, среди которого живет мудрый и добродетельный старец. Для детей и внуков он – живая книга, поведающая им о милосердии Божьем, опыты которого он столь многократно видел над собой. Он находит великое удовольствие рассказывать им в поучении приключений своей жизни, счастливые и несчастные, которыми промысл вел его ко спасению. Для молодых он стражей, проводник добрых преданий и обычаев, наследованных от древних родов. Он, как охранительное начало в своем семействе, противодействует вторжению в него вредных влияний со стороны. Он апостол начальника мира в своем доме, то есть Бога. Время и опыт научили его спокойствию и самообладанию в обращении с ближними. Он давно пережил то время, когда сам любил о многом поспорить, погорячиться. Теперь он с улыбкой вспоминает то время и одушевляющий его дух миролюбия и самообладания. Он старается водворить в окружающих, подражая святому апостолу Иоанну Богослову, который в преклонных летах чаще всего напоминал своим ученикам: «Чаться, любите друг друга». Так должно быть, так должно быть. У кого-то получается. То есть, кто идет в правильном направлении, он действительно достигает этого путем ошибок, сомнений со стороны окружающих, но он постепенно это обретает. А бывает наоборот, когда человек, наоборот, больше заботится о деньгах, или бабушка, например, говорит внукам: почему это у вас у ребенка до сих пор нет планшета? Обязательно, непременно должен быть планшет. И она настаивает на этом, деньги дает, чтобы было. Это не совсем, это не функция бабушки. Она не должна об этом заботиться. Об этом должны заботиться родители, она, наоборот, должна этому противодействовать. То есть она должна больше обратить внимание, почему у вашего ребенка до сих пор не прочитана такая-то книга, которая является сокровищем мирового литературного фонда, почему у вас ее нет дома? Вот она, возьмите в подарок, прочитайте, купите, она сама ему прочитает. Об этом должен заботиться человек. Не почему у вас там нет, допустим, квартиры, дачи, машина такая старая, или почему вы не съездили до сих пор еще на море, на курорт. Нет. Об этом должна заботиться сама молодежь. А пожилой человек, он должен напоминать о вечном, а кто еще скажет о смирении, о кротости, даже самим собой. Знаете, когда в зимней вишне погибли люди, в профилактории в Максаковке, социальной профилактории, бабушки все запечалились, все. И мне звонят: батюшка, приедь тут, утешь их. Все. Мы приехали, отслужили панихиду, они также сели. Я спрашиваю: поднимите руки, кто крещеный. Все подняли руки. Поднимите руки, кто крещеный в православной вере. Все подняли руки. Поднимите руки, кто из вас сегодня молился. Ни одна рука. Поднимите руки, кто вечером молился. Ни одна рука. Хоть кто-нибудь молитву какую-нибудь знает, а все 60 лет и выше. Одна встала и говорит: я знаю «Отче наш».
а это бабушки. А бабушки, они вот, у меня Денис, я говорю, ты, Денис, откуда ты знаешь? Бабушка говорила. То есть мне некогда, я строил коммунизм, там, командировки, там все. А бабушка, она соединила своих предков с моими потомками. Представляете, такая вот связь духовная. Вот. У меня сестра развелась с мужем. Он такой, меня не любит. И они разделили мебель. И письма пишет через соседей. Маме не говори, чтобы мама не огорчалась. Ну, я как-то оставил письмо на столе, мама убиралась. Ага, она разошлась. Мне говорит, что ты мне не сказал? Мама, не хотел тебя огорчать. Глупый ты, глупый. Я ж помолюсь, и они сойдутся. В этот же вечер звонит Клава. Ты знаешь, ты маме ничего не говори. Я вернулась, я без Васьки не могу жить. Все такое. То есть молитва все поправила. И вот нам самим надо научиться. Испугался, что? Помолись. Там что-то разговаривать с кем-то. Помолитесь Духу Святому. И за вас будет говорить Дух Святой. Потому что будет распинать вас. Не думайте, что сказать. За вас будет Дух Святый говорить. И вот надо жизнь свою посвятить Богу. Богу. Ради Бога ешь, пьешь, веселишься, трудишься, рожаешь, там, воспитываешь, дышишь ради Бога. Вот мне это так понравилось, когда я понял, что дыши ради Бога. Вот отец Максим, если не дышит ради Бога, но он дышит нормальным воздухом. А я дышу ради Бога, у меня здесь благодатный целебный. Он меняется, да, его. Это невидимо, но ведь Бог-то действует на нас. Мы же не видим свои гены, да. А молитва, вот, допустим, в церкви человек зашел один, ничего не понял, все огорчало его, тут надо по-другому делать, куда-то кланяться зачем-то надо, взрослые люди кланяются. Но на подсознание вошла молитва. Они слышали руцы. Руцы — это не руки. Руки — это работать, драться, там, ну, что-то делать. А руцы — это ласкать, это гладить, это воспитывать, нянчить. И вот это подсознание приняло. И человек пришел в храм один, вышел другой. Тем более гены. Гены — это молекула большая, вокруг нее поле. На это поле Слово, Бог Слово, слова Священного Писания действуют. И оно меняет программу. Я еще на светской работе был после Чернобыля. По маяку говорили, там ученые взяли пшеничное зерно радиоактивное и замачивали в разных растворах, там все, и дали одной бабушке. От бабушки зерно оказалось самое чистое. Пришли, бабушка, что ты с ними сделала? А я Боженьку попросила их пожалеть, очистить, чтобы они дали хорошее потомство. И Бог, вот это зерно, оно сухое, но он даже те гены, они изменили свою программу. Поэтому мы должны жить ради Бога. Я ушел в монашество, мне младшему сыну было 10 лет. Вот. Я ушел, и я ничего не мог в то время. Материально я был все, я не знал, что покушать. Вот. Ну, потом я стал священником. Старшего сына у меня вырастила советская власть. Ну, неплохой человек. Среднего сына вырастила бабушка. Ну, тоже неплохой человек. А младшего сына я не воспитывал. Ему было 10 лет. И вот когда я прочитал Углова, академика Федора Углова, о том, что как плохо с нашим народом, что девушка один раз выпила вина, у нее на всех яйцеклетках, которые на всю жизнь даны, появляются метки. Один раз покурила, там появляются тоже метки. А если много раз, там уже дефекты получаются. Поэтому здоровых детей она принести не сможет. То есть как это важно. Поскольку я в церкви, я вижу, как народ наш в каком состоянии, это, без иллюзий. Я печалюсь за детей своих, но читаю у святых отцов. Ты делай дела Божьи, а Бог управит твои.
Так, Господи, понял. Буду усердно молиться за детей, как священником буду стараться, не буду спустя рукава делать. Ну вот я молюсь. Я молюсь лицом к алтарю, ну или в алтаре. Сзади меня мои близкие, мои дети, мои все. У них там плохо, у них какая-то нужда, там что-то стряслось. И если я поворачиваюсь и начинаю решать эту проблему, то я спиной к Богу. То есть я тогда могу что-то решить. Что ты можешь решить? У тебя ни копейки денег нет, тебя никто не слушается, потому что все там вокруг безбожники. Что ты можешь решить? Нет, я не буду поворачиваться, я буду молиться. Я так устоял. Сейчас все мои друзья, все мои родственники, все мои дети, все в церкви. А этот, которого я оставил, он учился в медицинской академии и говорил: папа, какие у меня хорошие преподаватели. Вообще, это я так благодарен им, они так мне... Папа, какие у меня хорошая бабушка, у которой я живу на квартире. На многому так научила. Папа, какие у меня друзья там на это. Вот. И думаю, вот он так чувствует мир, потому что я за него молюсь. Не потому что мама его содержит, вот, а потому что я молюсь за него. И все мои близкие за него молятся. И мы когда крестным ходом ходим или каретским, он приходил нам, там перевязывал, лекарства давал, советовал, так все. И поскольку он вырос вот такой позитивный, он сразу попадает в поле зрения там руководства. И в 24 года он становится главврачом там, больницы в Воркуте. Вот, у него 2 детей, жена, которая ни разу не пила и не курила. Представляете? Вот. Ну вот. Поэтому мы должны как бы во всем полагаться на Бога. Ему, ну вот человек гордый говорит: ты что это, Бог и Бог ваш, все такое. Однажды мне одна женщина, там, ну, родня, сказала: ты хорошо устроился. Я говорю: ну пойдем, пойдем, я тебя постригу, монашество, стоит, так же устроишься. Нет. И вот человек гордый говорит: ты что это на Бога? Вот я человек, я люблю добрые дела делать. Я люблю дарить, я люблю молиться за кого-то там утешить. У людей бывает вывих в голове. Не то, что это сустав в голове, а вот сказать одно слово, и там у человека все нормально становится. Но тем более Бог. Если я немощный, хочу делать добрые дела. Бог, Он пришел, за нас пострадал, Он человека, Он любит раз. Знаете, как любит? Я долго думал, но не могу. Самый вот сильно любит, нет, не подходит так. Вдруг я понимаю, есть же слово такое, неизреченно. Оно есть такое слово. Он нас любит неизреченно. То есть мы не один поэт, Пушкин вместе с Лермонтовым, там, с Толстым сядут, и они все равно не найдут слов выразить его любовь к нам. Вот. Поэтому на него возложите, он всемогущий, он Бог. И все нас поправит. Не сразу. Сразу мы не можем, мы воспротивимся. Он нас будет потихоньку готовить. Но надо честно. Вот у меня с чего началась моя, Мне было плохо. Я поссорился с женой, она уехала надолго в командировку. Мы не ссорились, но это была размолвка какая-то такая непонятная. На работе тут не очень, мне самому плохо. Я зашел в поликлинику на Бабушкина, там у нас было это. Но я когда иду в поликлинику, я знаю, сейчас я приду, и врач скажет: ты флюорографию сделал? И она мне каждый раз дает направление. У меня их собралось уже штук 10 здесь. Поэтому я подхожу к 3-й поликлинике, захожу сделать флюорографию, зашел в поликлинику на прием. Температура небольшая, но она ничего не находит. Говорит: флюорографию принес? Я говорю: сделал, сегодня сделал. Я пришел домой, сумерки уже детей нет, жены нет, на душе плохо. Я никому не нужен. Я в этом мире никому не нужен.
какое-то. Я ложусь на кровать, мне плохо, ужасно плохо. Я сяду, мне лучше, но все равно плохо. И потом я смотрю, и такая овальная иконочка Спасителя, такого греческого письма. Сыну подарили в университете. Я так поворачиваюсь к нему и вижу, я понимаю, это Бог, это все. Господи, сделай, чтобы я тебе нужен был. Вот эти слова я произнес. Тут же звонок в дверь. Я выхожу, открываю дверь, стоят две женщины в белых халатах. Вы, Александр Григорьевич, Александр Григорьевич, надо рентген сделать срочно. Мы за вами приехали. Я же только флюорографию сделал, вот поэтому вам надо рентген сделать. Меня везут снова туда же на рентген. У меня, оказывается, отек легкого. Мне остается жить 2 часа. Вот. Благо, это было в советское время. Но меня сразу в больницу, я попросился в Ижу. В Ижу там палата была, где раньше была операционная. Она кафелем покрыта, там еще и парень лежал. Мы с ним. И там была свободная кровать и 2 топчана. И за ночь приводили туда больных, которые поступали, они ждали утра, утром их по палатам. А мы, поскольку ходячие были, мы им там прикурить, утку подать или что, как санитары работали. И вот этот ряд людей, он до сих пор у меня стоит. Вот этот человек, злющий ужасно. Вот этот человек, я бы с ним не расставался, вообще всю жизнь бы рядом жил. Вот этот, чтобы он не попадался больше на глаза. Нас хотели перевести, но мы попросились, давайте мы будем здесь. Пока я там лежал, я вышел из суеты. Была весна, у меня было 2 дачи, дом, деревни. И я прочитал всю Библию от корки до корки. И потом мне надо идти к онкологу. Я иду к онкологу утром рано по городу, и я готов умереть. Все, я уже прочитал Библию, готов умереть. Захожу к онкологу, он говорит: ты знаешь, я не прокурор. И тут ошибешься, 5 лет отсидишь, а я уже... У меня ничего не было, так, слава Богу, ничего не это. Но то, что я вошел в церковь, что у меня с работы потом, что у меня такие несчастья прошли, это чтобы меня развернуть. Что ты идешь неправильно, развиваешься не туда. Твое место не ад, а небо. Ты туда должен стремиться. И с собой. И когда я вошел в церковь, это вообще было... Я прочитал святых отцов, я понимал, что от меня, моей душе требуется. Но я вошел в церковь, она мне чужда. Там все не так, нет такие запахи, бабушки злые, это все такое. Знакомых никого нет. Я же крещеный, я солнце правды здесь, в церкви. Это я должен просто переболеть этим, вжиться, это самое. Но я потерял все прошлое, всех своих друзей, родных, все потерял. Потом я в церкви, я вижу, кого-то видел в церкви, я не знаю, как звать, но я вижу, у меня такая радость, у него радость, мы обнялись, думаю, слава Богу. Время такое было радостное, в церкви все были потом радостные. Сейчас немножко поустали, что-то растеряли. И сейчас, я чуть закончу. Через 5 лет я пришел на юбилей к другу, и было там 50 лет ему, 50, и примерно человек 50 было. Я сказал, что я служу, за вас молюсь, но я уже окреп, я уже не стал плакать, я не стал бояться. Я за вас молюсь. И у меня сегодня телефон поставят, вы звоните мне, я проскомедию за вас принесу жертву бескровную. И все. И все, эти люди утром звонили, потом вернулись. Они видят, что пришел не злодей,
Пришел там, где молятся, за нас будут молиться. Чё, может, там лучше тогда будет. Вот, а потом все стало на место. Простите. Да, Валентин Максим. Мы батюшки. Дальше, да. У меня такой сегодня вопрос. Я уже давно, как бы сказать, в вере, да, и меня на сегодняшний день беспокоит то, что я ушла из работы по собственному желанию, хотя работу очень любила, потому что я почувствовала, что вечность дышит в спину. И у меня такая проблема. Теории много, прочитано много. Но проблема в том, что любви нет, это проблема дня. Беспокоит то, что доминирует обида, раздражительность и гнев. Ум спит, вернее, ум вообще отсутствует. Это для женщин, наверное. Воля спит, она не работает у меня. А вот чувства, они доминируют во всем. И вот когда приходит состояние, когда ты сталкиваешься с искушениями, вместо того, чтобы включить волю, которая спит, чувства владеют всеми клетками, и язык решает проблему. Потом бессонница. Вот меня интересует опыт христиан. Как вы справляетесь с этим? Где тот тормоз и та педаль, этот опыт, вот эти ступени, которые включают нашу волю? Ну, за ум я молчу. Волю хотя бы и управление чувствами. Потому что вся наша работа, я убедилась в этом, вся наша жизнь ориентирована на гордыню. Все, что мы не делаем, мы ждем какой-то похвалы, зависть, конкуренция. Сегодняшние дети, которых я учила, своему стыду, вся ориентация идет на успех, на удачу. Ты лучше, ты пуп земли, ты центр земли. Что будет с нашими детьми, когда они столкнутся с истинными проблемами, с трудностями? А нас ждет впереди серьезные испытания, как я чувствую, даже вечность. И сказать, самое главное, то, что мы любим Бога, служу дьяволу. Вот это у меня дисбаланс очень сильный. Я печалюсь, потому что я вчера причастилась, и у меня тихая печаль в душе, потому что я опять обиделась на ближнего. Ну, говоря, для этого, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно сделать две вещи. Первую вы уже сделали. Надо это все увидеть. Иногда вот нужно 20 лет, 30 лет. Вот просто, чтобы это увидеть. Чтобы понять, что ум и сердце живут разной жизнью. Что душа, как вы сказали, она скорее похожа не на живой такой свежий, горячий, ароматный хлеб, она скорее похожа на такую замерзшую, бесплодную, окаменелую землю. И никакой любви в ней настоящей нет. Есть только пристрастие, да, полным-полно. Что молитва – это просто перебирание слов, а из часовой молитвы, дай Бог, несколько слов горячих наберутся, а бывает и того нет. И вот если это вот все увидеть, это уже, это полдела. Вот просто если ты понял, и ты понял, что это безнадежно для тебя, и что ты с этим ничего сделать не можешь. Это и есть блаженный нищий дух. И тогда ты тогда только можешь стать кротким, милостивым. Ты тогда можешь начать вот эту работу, захотеть, чтобы ум с сердцем были в согласии, только ты можешь тогда, когда это все понял. А вторая половинка, ну вы, наверное, ее тоже делаете, а ее надо делать до конца жизни. Это Господи помилуй.
Господи помилуй. Господи, ты пришел в мир грешное спасти, от них же первый есть ас. Я сам не спасусь. Я не могу сам включить свой ум, подчинить свое сердце уму, не могу любить людей, не могу молиться. Ничего без тебя, ничего делать не могу, как ты сам и сказал. А с тобой могу все. Значит, все получится. Если только держаться дальше по этому пути. А средства, они все известны. Вам они все известны. Как это делается конкретно? Пост, молитва, таинство. Это и есть те молотки, которыми мы начинаем разбивать гранит своей души, и она становится мягкой, любящей, живой. Та закваска, которая превращает тесто в вкусное. Господи помилуй. Вот у тебя как раз сейчас духовная жизнь. Вот это и есть духовная жизнь. Духовная жизнь, когда ты, когда будешь. Блаженны плачущие. Да, Блаженны это плачущие. есть. Ну, у тебя все впереди, солнышко такое вот. Да, пожалуйста. Да. А, сейчас микрофончик, если можно. Пускай. Значит, в Евангелии написано: просите, и дано вам будет. Стучитесь, и откроют. Да? Я читаю, не вхожу в сайт православия, а там такое еще вижу, читаю, что вы попросили, вы сказали, и терпение теперь, не надо надоедать, значит, смирение, терпение и ждите. Но еще есть и такое. Когда у Иисуса спросили, сколько прощать можно, знаете, что он ответил? 7 раз или 77, да, по 10, да. Угу. Вот здесь как? Или стучитесь, значит, и просите, значит, нужно каждый день в одну точку. Вот. Или же действительно смириться и ждать. Вы скажете. Я, знаете, недавно лежу на кровати, вспоминаю. Мне было лет 10-12, я на русской печке лежу, и думаю, свою программу строю. Хорошо бы мне быть военным. Хорошо быть бы командиром. Хорошо быть бы известным человеком. Чтобы у меня было 3 детей. Моторка была, лодка была. Чтобы жил я у реки, и хороший дом был. Вот этого хотел. Уже в лет 45 я хотел построить храм возле своего дома. И для этого я принимал усилия, собирал людей, там по городу ходил, там даже напечатал заметку, в газете напечатали, такой рисунок, какой храм будет. Храм хотел Александра Невского. Я хотел, чтобы приезжали мои единомышленники, и мы там пили чай, помолившись, пили чай, обсуждали так, в гостях у меня. И вдруг я понимаю, я все это получил. Я все получил. Я воин Христов. Я примерно в чине подполковника. Да я довольно известный человек. У меня хороший дом. Он, правда, не мой, Божий дом. Я в нем живу. У меня 3 сына, у меня 2 моторки. У меня храмы, даже 3, 4 храма вокруг меня. Все получил, все Бог дал. Я просил, но форма была другая. Он дал мне лучшее, что это. Поэтому, когда мы можем просить, это одно, а мы можем требовать. Вот требовать – это другое. Дальше потом просить, если я прошу, дайте мне бомбу, я сейчас всех взорву, или дайте мне что-нибудь такое, то я не получу. Вот. Со мной родилась жена. У меня не было любовниц. Я хотел быть верным человеком, другом, братом, мужем. Я влюблялся, но я ничего, я не переходил границ каких-то там, ничего. Все, слава Богу, с Божьей помощью побеждалось. Она развелась, и у меня к ней такая антипатия.
Потом я читаю, я только могу быть монахом, я не могу жениться, потому что я разведенный. Я читаю, так написано. Я стал монахом. Лет 5 у меня негатив был к ней. Потом все прошло негатив. Потом я хватаюсь, она же мать моих детей. Я начинаю за ней ухаживать смс-ками. Она их отвергает. Потом она начинает это. Потом она раз ходит в храм. Вот я ее прошлый вторник там, ну, ее с подругами соборовал. Вот. И я ей так благодарен. Она не виновата ни в чем. Это попущение Божье, чтобы я обрел свободу. Вот. Поэтому все мои, которые несчастья были, они так дороги мне, потому что они счастье. Вот. Так что просите, и дастся вам. Но просить надо ко спасению. Надо как бы все связывать с Богом. Свои планы, покупки, желания, как бы все через это пропускать, через Евангелие, а главное через любовь. Вот. Это требование уже. Ну, вы знаете, в одном, можно я отвечу, может, это закроет вопрос. Вот в Евангелии очень много вещей противоположных. В одном месте сказано «просите», а в другом месте сказано «знает Господь прежде прошения вашего». В одном месте сказано там «поститесь», в другом месте сказано «не могут сыны чертога брачного поститься». Там, в одном месте сказано «молитесь», в другом месте «не будьте многословны в молитве». Вот как найти правильный ответ в данном случае, это уже нужна добродетель рассуждения, вот есть такая, называется. Она дается потихонечку вот, в духовной опытности, способность рассуждать, то есть в конкретной ситуации применить конкретный евангельский совет. Не просто тот, который вот звенит в первую очередь в ушах. Вот. Поэтому отец Игнатий сказал, да, то есть просите, но мы должны просить прежде всего духовного, мы должны просить о спасении. И оно обязательно будет отвечено. А такое земное вроде и насущное, оно исполняется по мере нужды нашей, то есть по мере полезности нашей. И скорби, и болезни, они очень часто нам оставляются. Вот. Поэтому просить, но не требовать. Знаете, вот можно просить так тихонечко вежливо, а можно действительно стучаться, ломиться в эту дверь. О здравии болящего. Но мы же не знаем всего. То есть, а почему Господь ему попустил болезнь? Его же выздоровление зависит не только от нашей молитвы, от его отношений с Богом. А может быть, кто-то параллельно, наоборот, желает ему, чтобы вот пока на нем болезнь осталась, ему для смирения, для спасения, ему вот сейчас это полезно. Да и просто Господь вот это видит. Поэтому просите, тут все-таки надо обращать внимание именно на то, что спасительно для твоей души. На других людей мы можем влиять только частично. Тем более, особенно на их духовный мир, но и даже на физическое здравие, потому что он тоже связан с телесным. Противоречия нет. Да. Угу. Однажды. Поэтому тут, если вот сомнения есть, это лучше вот индивидуально подойти, поговорить, посоветоваться и подумать, как вот конкретной ситуации привести. Тут такого нет общего совета. Это надо по каждой ситуации конкретно смотреть. Болезнь – это благо. К болезням надо относиться как к благу. Это мы неправильно жили, мы грешили, мы должны одуматься и повернуть в нужную сторону. Вот. А болезнь можно с радостью. Я однажды... Да, уже... Да. Может, есть еще какие-то вопросы, высказывания? Может, кто-то что-то хотел дополнить? Угу. Конечно. Можно? Он пришел мне ночью однажды. Не сотвори себе кумира, Божья заповедь гласит. Ему все блага мира. Господь же ждет, стоит, стучит. Вот и твоя пора настала, надеть терновый свой венец, столкнуть кумира с пьедестала, тогда придет к тебе Творец. Пришел, и ты воскликнул: Боже, как долго же ко мне стучал, нет ничего тебя дороже. Разрушен старый пьедестал. Прекрасные стихи. Спасибо. Ну что же, предлагаю завершать.
Скажите в микрофон, не слышно. Вот, значит, Прямо в микрофон, ближе, Да. чуть ближе. к батюшке пришел один прихожанин и говорит, ну не могу вот я его простить. Ну не могу. Вот он обидел меня, я не могу его простить. Ну, батюшка, ну, говорит, ладно. А в храме там только был вот этот один прихожанин и хор, лет. И, значит, поют «Отче наш». Да? И когда «И остави нам долги наши», батюшка хору показывает рукой. Молчим. И, значит, прихожанин один говорит, «И остави нам долги наши, так уже и мы оставляем должником нашим». Потому что если ты простишь, тебя Господь простит. А если ты не простишь, как тебя Господь простит? И человек этот заплакал и говорит, я его прощаю. Да что толку, когда мы обижаемся, мы только себе вредим. Правильно? Как Господь на своих воспитателей говорил, очень не ведаешь, что творят. А вот эти, если они нас досаждают, почему мы должны на них на поводу идти? Почему мы должны свое здоровье тратить? Мы их простим, Господь нас простит. Спасибо. Мы сегодня много о чем поговорили, но мир божественный, он бесконечный, и ни в какой беседе невозможно все охватить, можно только начать думать в этом направлении. Поэтому мне в качестве завершения, эпилога хотелось бы зачитать два маленьких абзаца. Один – это история, вот книжка есть такая «Православное отношение к старости». Она, кстати, стала исходной точкой нашей беседы. Так, в одной лавочке она попалась в руки, если вам где-то попадется, то тоже можно ее прочитать. Один человек рассказывал, что долго искал истину, размышлял о вечности, но окончательно утвердился в православии после того, как встретился взглядом с пожилой женщиной, возвращавшейся с церковной службы. Сколько простоты, скромности, благородства было в ее внешности, походке, и в глазах было столько доброты, вспоминал он. Вот духовная красота, она с человека сияет. И мне хочется пожелать, чтобы вот наша беседа, наш сегодняшний разговор помог каждому сделать свои шажочки к совершенству. Ведь будьте совершенны, совершенство бесконечно. Вот. И слова из послания к Титу, может быть, самые сильные слова из Нового Завета, именно о той теме, о которой мы сегодня говорили. Причем Тит – это епископ, то есть он должен учить других. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Вот этими поучениями апостола Павла мы, наверное, завершим сегодняшнюю беседу. И я хочу вам показать книжку. Хорошая книжка попадалась нам в руки, и те, кто ее прочитал, говорят, тут действительно ценные советы. Я пролистал, много что полезного нашел. Называется «Оси нашей жизни». Богомолова, Раиса Трофимовна Богомолова такую вот книжку написала. У кого-то, может, уже есть. Ну вот здесь в общей сложности 6, 7, 13 таких книжек осталось. Их можно взять просто себе, вот, взять в подарок. Но поскольку всем не хватит, то тут есть два варианта. Можно, во-первых, проявить любовь и взять, допустим, одну там, на 4, на 5 человек, зная, что вот между собой люди знакомы, сказать, вот давай одну возьмем, прочитаем, по очереди передадим. Вот. А можно не взять вообще, сказать, вот пусть кому-то достанется. Если уж совсем там в конце останется, и я потом возьму, потому что Господь же сказал, последние будут первыми. Да? Вот. И есть еще один вариант, третий вариант, как поступить, если хочется такую книжку прочитать, а ее нет. Это оставить вот тем, кто хочет взять, кто, может, далеко живет, кому сложно в библиотеку прийти, пусть возьмут. А потом прийти взять в библиотеке. Она есть в библиотеке, вот один экземпляр уже точно есть, второй еще тоже будет. Можно прийти взять и здесь на абонементе или в читальном зале почитать, выписки для себя сделать, в лавочке почитать. Есть еще четвертый вариант. У меня еще немножко запас есть таких книжек. Вот. Я сегодня просто принес те, которые в портфель влезли, есть еще немножко. А то, что дороже дается, да, вот ради чего еще отдельно придешь, оно больше ценится.
Можно как-нибудь прийти специально на службу, вот по средам я служу или по субботам, вот, и сказать, вы обещали, что есть такая еще книжка, и, да, и взять еще одну, уже лично для себя, а здесь оставить для тех, кто вдруг не сможет в храм прийти. А? Нет, в епархии. В епархии. Да. Вот, мы с отцом Игнатием благодарим сердечно всех за внимание. Может быть, где-то что-то лишнее сказали, о чем-то важном, наоборот, может, не досказали, но общение ведь оно всегда бесконечно. Пусть с Божьей помощью оно всем да, будет на пользу. С наступающей, с великой неделей, с наступающими великими днями, с праздником входа Господня в Иерусалим, с наступающей, уже близко, уже грядущей Святой Пасхой, с наступающим летним периодом, пусть он тоже всем будет на пользу, временем, и мы сегодня об этом почти не поговорили, это само собой подразумевается, и встреч с родными, с детьми, с внуками, с заботой такой разумной, божественной, заботой о здоровье, с новыми встречами, походами, красотами. И мы сегодня много историй рассказали, вот это будет уже последний, это будет последний аккорд в нашей сегодняшней беседе. Вот здесь на набережной, вот в Кировском парке, как-то мы разговорились с человеком, он спросил, сколько времени, а потом что-то стал рассказывать о себе, и я вот, знаете, смотрю на него с удивлением, потому что ему 83 года, это мужчина. У нас вообще мужчины больше 80 очень редко живут. И чистое лицо, ясные глаза. И когда он говорит, что в 70 лет еще поднимал на плечо 50-килограммовый мешок, вот, тогда ты понимаешь, что значит беречь себя, беречь тело, как Божий храм. Вы знаете, вот он ходит полюбоваться вот этой красотой. А небо никогда не бывает одинаковым. Вот каждый вечер разный закат, абсолютно. По цвету, по форме облаков никогда не повторяется. Это Божий мир. И можно любоваться каждый день. И эта красота тоже бесконечна. С Богом. Не, я тоже хочу сказать полезный совет дать. Я в Ютубе посмотрел. Значит, человек, статистика говорит, больше всех инфарктов, инсультов под утро. Причина этого того, что мы ходим в туалет, теряем влагу, но не пополняем. И кровь становится густой. Вот поэтому каждый раз, выпейте стакан воды. Хотите выпить, не хотите, вы выпьете, и инфаркт от вас, вы представляете, не будете выходить так, отойдет. Что проще, люди, чем проще. И вот я пытаюсь это посоветовать, где бывают люди пожилые, говорю, сделайте так, и пускай у вас будет эта привычка. Мне говорят, нашел, о чем говорить. Разве это... Еще человек, он такое создание, есть такая маленькая иконочка о прибавлении ума. И вот я нарочно проверить, там прихожу к кому-нибудь в кабинет, говорю, вот тебе иконочка прибавления ума. Ты что намекаешь? Вот дай ему $1 или что сказать, спасибо, батюшка. А икона, как будто ум у нас всем лишний. Все.